избегай войн. В политике внутренней прежде всего покровительствуй церкви. Она не раз спасала Россию в годину бед. Укрепляй семью, потому что она – основа всякого государства. Император Николай II взошел на престол 2 ноября 1894 года. «В этот скорбный, но торжественный час вступления нашего на прародительский престол, — сказал он, — принимаем священный обет перед лицом Всевышнего, всегда иметь единой целью мирное преуспевание, могущество и славу дорогой России и устроение счастья всех наших верноподданных. Делами любви и милосердия, — отметил государь, — начало своего правления. Получили облегчение заключенные в тюрьмах, было большое прощение долгов, оказана значительная помощь нуждающимся ученым, писателям, студентам. Самодержец всероссийский Николай II венчался на царство 27 мая 1896 года в Москве, в Успенском соборе Кремля. Московский митрополит Сергий обратился к нему со словами: «Как нет выше, так нет и труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения. Через помазанье видимое да озарит невидимая сила свыше твою самодержавную деятельность ко благу и счастью твоих верноподданных». Император Николай II прочел символ веры. Облачившись в парфиру и возложив на голову царский венец, взял в руки державу и скипетр. В молитве к царю царствующих государь просил ниспослать на него дары Духа Святого и наставить в деле, которому послан он служить.
После божественной литургии он восприял священное миропомазание. Император вошел царскими вратами в алтарь и причастился святых христовых тайн, как священнослужитель. Православный царь при совершении таинства миропомазания во время венчания на царство становится священным лицом и носителем особой благодати Святого Духа. Эта благодать действует через него при соблюдении им закона и удерживает распространение зла в мире. По слову апостола Павла, тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей. Император Николай II был глубоко проникнут сознанием этой духовной миссии, лежащей на помазаннике Божьем. По роковому стечению обстоятельств дни коронационных торжеств были омрачены трагедией на Ходынском поле, где собралось около полумиллиона человек. В момент раздачи подарков произошла страшная давка, унесшая жизни более 1000 человек. На следующий день государь и государыня присутствовали на панихиде по погибшим и оказали помощь семьям пострадавших. В 1896 год. Прославлен святитель Феодосий Черниговский. Государь Николай II был проникнут любовью к человеку и верил, что и в политике необходимо следовать заветам Христа. Император Всероссийский стал вдохновителем первой Всемирной конференции по предотвращению войн, которая состоялась в столице Голландии в 1899 году. Он первым среди правителей выступил на защиту вселенского мира и стал поистине царем-миротворцем. Государь неутомимо стремился дать внутренний мир стране, чтобы она могла свободно развиваться и благоденствовать.
По своей природе государь был совершенно не способен причинить кому-нибудь зло. За все время царствования он не подписал ни одного смертного приговора. Ни одна просьба о помиловании, дошедшая до царя, не была им отклонена. Он всякий раз беспокоился, чтобы помилование не запоздало. Удивительно искренний взгляд государя всегда светился неподдельной добротой. Однажды царь посетил крейсер «Рюрик», где находился революционер, давший клятву убить его. Матрос не выполнил обета. «Я не смог этого сделать», — объяснил он. «Эти глаза смотрели на меня так кротко, так ласково». Государь в своем правлении и повседневной жизни придерживался исконно русских православных начал. Николай Александрович глубоко знал русскую историю и литературу, был большим знатоком родного языка и не терпел употребления в нем иностранных слов. «Русский язык так богат, — говорил он, — что позволяет во всех случаях заменять иностранные выражения. Ни одно слово неславянского происхождения не должно уродовать нашего языка». Государь был бессеребренником. Нуждающимся он щедро помогал из своих собственных средств, не задумываясь о величине просимой суммы. Его доброта никогда не выказывалась наружу и не уменьшалась от бесчисленных разочарований. 4 миллиона рублей царских денег, которые со времени правления императора Александра II находились в Лондонском банке, Николай Александрович истратил на содержание госпиталей и других благотворительных учреждений. Он скоро все раздаст, что имеет.